В эфире программа «Интервью». С вами Юлия Краснова. Говорят, армия будущего – это армия дронов и высоких технологий. Сегодня об этом поговорим с нашим главным военкомом Республики Башкортостан Михаилом Александровичем Блажевичем. Михаил Александрович, здравствуйте. Добрый день. Ну вот раньше говорили, если относительно призыва, что это долг Родине. Сейчас очень часто слышим, что это возможность выстроить карьеру, что это новые цифровые технологии. Как поменялась философия призыва? Ну, сейчас армия – это в первую очередь профессия. Профессия, в которой можно развиваться, можно расти, двигаться вперед. Начинается, конечно, все с патриотизма. Должно быть желание, любовь к родине, желание защищать ее интересы. Сейчас на фоне происходящих в мире событий мы видим, что актуальность этой профессии она возросла. Она со слов перешла к делу. Дальнейшее развитие событий в мире показывает важность защиты своего государства и его интересов. Наверное, связанное с этим для тех, кто желает сделать свою карьеру в вооруженных силах, это уникальная возможность сейчас. Ну и развитие технологий – это естественное развитие во всем мире. Но если говорить про технологии, то они стремительно развиваются. Если раньше войны велись где-то на земле, то сейчас это в небе, это беспилотные войска. Это один, наверное, из главных трендов. Это тренд не только в вооруженных силах. Это тренд во всем мире, во всех областях. Это везде сейчас. Ну, как всегда, войны и конфликты, они являются двигателем прогресса. Конечно, в вооруженных силах это в первую очередь развивается, но мы видим и развитие беспилотных систем и в сельском хозяйстве, и в элементарных вещах, в доставке каких-то продуктов, каких-то вещей и так далее. Все это развивается, бурно двигается вперед, и, естественно, в армии это современный тренд, скажем так. А есть ли у нас в Республике Башкортостан какие-то центры подготовки? Ну, в вооруженных силах вы имеете в виду? Нет, в вооруженных силах в первую очередь, конечно, создана многоуровневая система подготовки. Дроны, они разного назначения, разных размеров, дальностей применения и так далее. И в первую очередь подготовка военнослужащих к работе на каких-то беспилотных системах осуществляется в первую очередь в специализированных учебных центрах, в том числе созданных на базе предприятий, производящих эти дроны. Мы, если призываем военнослужащего в войска беспилотных систем, то есть он в первую очередь прибывает в части формируется подразделение, которое убывает для подготовки в первую очередь на то предприятие, где эти дроны производятся и где они разрабатываются. Там происходит непосредственное обучение на конкретную систему. И здесь у нас в республике можно поучиться к элементарным таким простым дронам, да, как FPV, такие небольшие квадрокоптерного типа, которые в открытом доступе продаются, скажем так, в магазинах. Да. Спектр дронов в вооруженных силах, он очень большой. Это от стратегических беспилотных летательных аппаратов, которые применяются на дальностях в многие-многие сотни километров. В магазине вы их, конечно же, не купите. Вот. Ну и, соответственно, и до FPV этих дронов. Ну, такая система, она предусматривает более такую серьезную подготовку в тех местах, где эти дроны производят. Но если мы говорим о подготовке, то наверняка есть и какие-то особые требования. Конечно, требования в первую очередь это возраст. Можете озвучить? Да, об операторах дронов, если мы говорим, это до 35 лет. И до 45 лет это тоже войска беспилотных систем, но на должностях, которые обеспечивают операторов дронов. Это и водители, и связисты, и медики, и повара, но они тоже будут проходить службу в войсках беспилотных систем на тех же условиях, что и операторы. Почему возраст? Ну, наверное, это логично, да, у молодых людей, которые имеют более такую тягу, скажем так, к технологиям, к компьютерам, к знанию языков. Быстрота реакции, хорошее зрение, наверное. Это все более так для молодых людей более приемлемо. Ну и по здоровью, конечно, не должно быть каких-то преград со здоровьем. Молодой человек должен быть годен к военной службе. А если, скажем, уже за 40, но стойкое желание и здоровье прекрасное, можно ли сделать исключение? До 45 лет. До 45 больше, максимум. К сожалению. Да.
Ну, если говорить про алгоритмы, что сделать призывнику из Уфы или, скажем, из любого района Республики Башкортостан, чтобы гарантированно попасть в подразделение БПЛА? Ну, давайте так вот, не обязательно призывнику. Призывники, которые идут у нас на службу по призыву, они тоже могут сделать свой выбор и пойти на военную службу по контракту вместо службы по призыву. Ну, в простонародье ее по-старому называют на срочную службу. Вот, она реально называется служба по призыву. Срочная служба была во времена Советского Союза. Вот, для всех, кто желает пойти на службу по контракту в войска беспилотных систем, первой гарантией того, что они попадут в эти войска, является заключение контракта на пункте отбора именно в войска беспилотных систем. Это специальный контракт, в котором прописаны определенные условия. В первую очередь это срок действия контракта 1 год и гарантия того, что за время прохождения службы в войсках беспилотных систем он не может быть никуда переведен без его согласия. И этот контракт подписывается здесь, в Уфе, до убытия куда-либо. Это вот самая основная и первая гарантия. Подписав этот контракт, все вот эти моменты, которые я обозначил, они в нем прописаны. И, соответственно, остается этот экземпляр контракта один в личном деле, один на руках у контрактника. И какая еще гарантия может быть нужна? Это стопроцентная гарантия того, что он будет проходить службу в войсках беспилотных систем. А что по завершению года службы? А там дальше по желанию либо уволиться, либо продолжить службу. Но сейчас еще очень много говорят о поступлении в военные вузы. Это стало своего рода тоже трендом, потому что Родина зовет, безусловно. Какой здесь ажиотаж и какая здесь задача, возможно, военкомата? Ну, задача у военкоматов стоит. У нас есть задание на отбор кандидатов для поступления в военные учебные заведения Министерства обороны. Кандидатов у нас традиционно большое количество. В первую очередь хотелось бы сказать, что это уникальная возможность приобрести высшее образование. Ну, получая образование, это, естественно, прохождение службы. Мы понимаем, что либо на военную службу по призыву пойти на год, либо пойти в военное училище, отучиться, получить высшее образование, и, соответственно, уже о службе по призыву речь не идет, потому что обучение, оно входит в срок службы. Это получение современной профессии, это огромный выбор направлений деятельности, это начиная от космоса, связи, медицины, каких-то инженерных специальностей, химики. То есть, ну, это Какой все. разброс? Разброс в армии есть все специальности, поэтому можно выбрать по своему желанию, направлению. Это получение высшего образования, гражданского диплома. Там получается 2 образования: военное и высшее гражданское образование. И диплома, соответственно, 2: гражданский диплом и военный. В дальнейшем, если служба в вооруженных силах не пригодится, дальше продолжить с дипломом. Абсолютно бесплатное обучение, полное обеспечение на время обучения. Наверняка еще и стипендии есть. Стипендия, причем стипендия неплохая. После 1-го года обучения заключается контракт, и там уже стипендия в районе 20 тысяч рублей ежемесячно. А какой алгоритм, вот куда молодому человеку прийти, это в какой-то вуз определенный или это к вам? Ну, традиционно точка входа в вооруженные силы, как говорят, гардероб вооруженных сил, это военные комиссариаты. Конечно, прийти и обратиться в военный комиссариат. Можно обратиться непосредственно в училище, но, как правило, училища разбросаны по разным городам, и не совсем логично это будет. А в военном комиссариате можно, во-первых, получить информацию обо всех военных учебных заведениях, всех учебных заведениях, которые нашей страны. Нашей страны. Абсолютно верно. Вся информация в каждом военном комиссариате муниципального образования у нас есть. Там подскажут, как правильно написать заявление, собрать минимальный комплект документов, пройти медицинскую комиссию. Ну и логистику поступления. У нас 2 пути. Первое — это здесь, в республике, приезжает выездная комиссия, которая осуществляет прием экзаменов. Ну, естественно, база — это ЕГЭ. А такие экзамены, как физическая подготовка, прохождение психологического тестирования и медицинская комиссия, это здесь, в Уфе, у нас выездная комиссия принимает абсолютно во все вузы. Либо второй путь — это поехать непосредственно уже потом в само учебное заведение. Это по желанию кандидата.
А есть какие-то востребованные специальности сейчас с учетом вот наших реалий? Ну, у нас традиционно большой конкурс – это в летные военные училища, это в училище воздушно-десантных войск, потом военный университет Министерства обороны, военно-медицинскую академию. Это достаточно, всегда высокий конкурс. По-прежнему? Да. Ну, а так, конечно, в зависимости от специальности, очень большой разброс. Ну, и не могу не спросить, потому что ко мне тоже обращаются лично, вот до интервью буквально мы с вами об этом говорили. Сейчас все переходит в цифровой формат, и если говорить о предстоящем призыве, который теперь, я понимаю верно, круглый год может прийти повестка, что делать, какой алгоритм? Люди могут не находиться, скажем, в регионе, какие у них сроки, влияет ли это на ограничение каких-то регистрационных действий или нет, и какие тоже сроки здесь? Да, ну, как и вся страна у нас переходит в цифровое поле, также и вооруженные силы. Создан единый реестр воинского учета. Соответственно, очень большое количество услуг перешло у нас в электронную сферу. Вот, ну, вот выдача повесток раньше, которые мы вручали лично, бумажные теперь повестки. В электронном формате на госуслугах, наверное. Ну, есть реестр повесток, он так и называется, реестрповесток.ру, куда можно зайти, посмотреть, вот, где военный комиссариат размещает повестки, независимо от того, есть у призывника какие-то там гаджеты, компьютеры и так далее. Военкомат размещает повестку. Лучше заходить на регулярной основе, проверять, потому что это личная безопасность. Да, на 7-й день после размещения в реестре повесток повестка считается врученной призывнику, независимо от того, видел он это или нет. У нас все знают, кто подлежит призыву, поэтому это возлагается ответственность на гражданина. Незнание не освобождает, да. И, вот да. И после того, как повестка считается врученной на 7-й день, дается еще 20 дней на прибытие в военный комиссариат. И ограничительные меры с момента размещения повестки до момента их введения 30 суток. Поэтому если кто-то находится в отпуске, в какой-то командировке, есть время прибыть. Ну и всегда можно позвонить в военный комиссариат, если какие-то сложились необычные обстоятельства, всегда можно по телефону все это объяснить. И пойти навстречу, конечно. Конечно, можно. Ну и в завершение, если, скажем, призывник решил связать свою службу уже на этом этапе с вооруженными силами на профессиональной основе, может ли он подписать контракт и не нужно ли ему бояться, что он сразу отправится в зону СВО? Ну, контракт подписать можно призывнику, не идя на службу по призыву, а выбрать военную службу по контракту вместо военной службы по призыву. Соответственно, контракт он будет подписывать здесь и гарантированно попадет уже в действующие войска после прохождения обучения в учебных подразделениях. Либо, уже проходя службу по призыву и определившись в выборе, допустим, своей дальнейшей профессии, в войсках можно также подписать с командиром части контракт и дальше уже продолжить службу по контракту. Соответственно, после прохождения обучения, естественно. Ну и ваши пожелания призывникам и их родителям? Ну, в первую очередь, конечно, не бояться, потому что служба в вооруженных силах, она из любого мальчика делает мужчину. И мы этих примеров видели очень много, и родители, которые встретили своих призывников уже назад, согласятся со мной, что это возвращаются совсем другие ребята, уже более взрослые, более серьезные, готовые к самостоятельной жизни уже отдельно от семьи. Ну и, конечно, к защите Родины. Поэтому не бояться, уверенно идти по жизни. Вооруженные силы – это один из этапов жизни, который надо пройти. Спасибо вам за этот откровенный разговор. Берегите себя. Спасибо, что пришли. А я напоминаю, что в гостях у нас был военный комиссар Республики Башкортостан, полковник Михаил Александрович Блажевич. С вами была Юлия Краснова. Берегите себя.